You could get high or you could get low. You could stay young or you could grow old. Let it go. 'Cause I'ma go for broke. Мы сейчас затронули тему иммигрантов. У нас в стране, как я повторюсь, 18% официально зарегистрированных от населения это иммигранты. Почему они незаметны? В большинстве своем это выходцы из братских государств тюркских, да, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан. И они уже де-факто почти стали гражданами Казахстана, они наши соседи, они живут, работают, и мы как бы к ним лояльно относимся, и они к нам лояльно относятся. Ну, нормальные такие отношения. Я думаю, поэтому аккуратно повернемся. Вопрос такой про тюркское братство. Я думаю, большинство наших зрителей и вообще людей на Фейсбуке интересует вообще тема пантюркизма. Пантюркизм, туранизм и вообще про тюркское братство. Что ты думаешь по этому поводу? Хотел бы услышать, потом я, наверное, свое тоже видение скажу. Ну, учитывая, что я отношусь к национализму как к вещи достаточно прагматичной, для меня тюркское братство, если взять там всякие веселые, жизнерадостные карты тюрков там, от Тихого океана до Средиземного моря, некоторые даже до Атлантического океана доходят. Моя карта пантюркизма, она гораздо уже. В первую очередь это наши братские страны, такие как Узбекистан и Кыргызстан. Для меня это на самом деле единый, наверное, народ, особенно граждане Узбекистана, узбеки. Поэтому для меня пантюркизм это в первую очередь интеграция именно с этими странами. Интеграция на всех уровнях, от экономических до, естественно, политических. Я не говорю, что нужно создавать федерацию, там, урезать чей-то суверенитет. Нет. Естественно, в первую роль должна играть экономика, география, демография и плюсы и минусы каждой из сторон. К примеру, возьмем отношения с Узбекистаном. Мы знаем, что население там очень большое, которое компактно живет не на очень большой территории. Ташкент, пригород, да, Долина. Жестко перенаселенная Ферганская долина, ну и вокруг крупных городов или индустриальных каких-то центров, типа Наваи, там где газ добывает, уран. Вот, собственно, и все. Я считаю, что в данном случае наше братство поможет такому вопросу, как освоение территории. Не секрет, что наша территория очень большая, не секрет, что у нас в части территории Северный Казахстан отрицательный сальдо по приросту населения. Соответственно, много земель пустуют, много объектов бесхозных. Почему бы не дать возможность нашим гражданам из братских стран принять участие в освоении этой территории? Как гражданам Казахстана, да, естественно, тут никакой гастарбайщины и прочих беззакония, к чему привыкли, да, слышать постоянно о узбеках, там, нет, все на легальной основе, каждый получает гражданство. Ну, я сейчас не буду вдаваться в подробности, это совсем другой вопрос, части там процедур, как он должен получить. Просто для нас мы говорим сейчас по верхам, да, он просто должен в конце концов иметь это гражданство, иметь все права, исполнять все обязанности обладателя этого паспорта. Вот и все. Это, я считаю, очень практичный, прагматичный пантюркизм, на самом деле имеющий такую среднесрочную перспективу, и я считаю, он имеет право на жизнь, потому что освоение территории уже несет такой стратегический характер в части безопасности. Вот. Не в смысле мы кого-то боимся и так далее, но сами понимаете, свято место пусто не бывает, да? Старинная народная поговорка, народ фигни не скажет. Это большой колоссальный опыт стоит за этими всеми словами. Соответственно, чтобы это место не пустовало, его нужно заполнять. А чем не заполнять, как нашими братьями? Казахи, дай бог, в демографическом плане тоже подтянутся, тоже уже принимать активную участие, да, они уже подтягиваются. Поэтому почему бы и нет? Было бы здорово. Лично для меня я никаких проблем не вижу. Дай бог, что так произойдет. Вместе мы сила, и вместе мы будем созидать. И пусть миграция происходит и в обратную сторону. Наши казахи, наши граждане, ради бога, пусть едут в Узбекистан, осваивают там территории, ниши какие-то экономические. И мы только за это. Ну, я от себя добавлю, что туранизм, тюркское братство, в моем понимании, это общий идентичный народ тюркский, исторически сложившийся. Да, от Якутии до Турции, конечно,
есть различия, но невозможно не замечать единство. Слова. Ты сейчас гагаузов обидел. Почему Да. ты их не упомянул? Ну, гагаузы ближе. Ну, ладно. Отойдем от темы, да. Я про то, что невозможно не заметить схожество между нами. Но все же нас отличает от турков очень много. И в ментальном смысле, и в историческом плане. Поэтому я соглашусь, что наш район Туркестан, в русском языке принято говорить Средняя Азия, такой туркестанский регион, он изначально был всегда целостный. Только, по-моему, при Советском Союзе прошло такое кардинальное региональное деление. До этого было, конечно, были государства, но всегда не было такой четкой границы. Всегда мог один род, один батыр, один там главный со своим родом перекочевать, и как бы это было нормой. Даже сама наша нация, казах, она означает по факту независимый, свободный, вольный. И все рода, кто считали себя вольными, они входили в эту конфедерацию, и таким образом появилась наша нация. Сейчас мы в глазах любых иностранцев, мы будем за границей, что Узбекистан, что Казахстан, что Кыргызстан, мы все для них одно общее. Это естественно, потому что нас физически очень сильно нельзя практически отличить для иностранцев. Конечно, мы-то друг друга отличаем, хотя и то не всегда получается отличить. Да? Про то, что ментально-культурно мы схожи, говорить не буду. Скажу лишь то, что в экономическом плане это решит кучу проблем. Это самое главное, экономическую независимость нашего региона практически от всех центров силы. И самое главное, это решит будущие проблемы воды в регионе, которая очень остро стоит сейчас, которая является инструментом давления между определенными силами, даже государствами. Вот Кыргызстан перекрывает Узбекистан, нам иногда перекрывает, Таджикистан перекрывает и так далее. Да? Вся эта проблема, она не будет стоять в общей, если у нас будет общее единое понятие. Мы не за то, чтобы кого-то притесняли в плане, вот мы теперь новый старший брат, а не вы младший, это очень глупо, это как минимум недальновидно, поэтому мы за равные отношения с любым государством. Но смысл нам строить якобы стратегическим нашим союзникам отношения, которые нас даже не уважают по факту, по многим договорам это даже видно. Когда мы можем построить альтернативные отношения с нашими соседями, которые нам помогут решить очень множество проблем. Теперь вот такой вот вопрос, мне кажется, у зрителей будет возникать. У многих, конечно, восприятие немножко иное, и они будут задавать, как так узбеки или кыргызы будут приезжать на наши территории, и будут, мы создадим себе кучу проблем. Могут даже вспомнить проблемы Южного Казахстана, когда были такие, острые проблемы, поднимались, нет. Я вот с своей стороны считаю, что эта проблема решится, если будет гражданский национализм, о чем мы говорим как раз таки. И эта проблема не будет заставлять конкурировать два этих этноса в любом регионе, где бы они ни жили. Самое главное, у нас у всех есть понятие, у казахов, понятие Алаш. Алаш это не только в плане внутренней политики, но и внешней, то есть 6 братских народов, как единого целого. Поэтому, мне кажется, если мы гражданский национализм донесем до общества, и самое главное, общество примет это, то не будет такого вопроса. Ты знаешь, я немного сейчас в сторону начну вступление. Просто людям может показаться, что мы говорим о какой-то планете Марс, и еще там, я не знаю, о чем-то. Типа, что за дичь вы несете, что за фантазии. Ну, это, конечно, не то, что фантазии, а это наш прообраз, видение, да, мечты, можно так сказать. На самом деле, конечно, вот если вот Аман сказал, вот будут приезжать кыргызы-узбеки и начнутся там местные возникать, а что они сюда приперлись. В текущем статусе так и будет. Почему? Потому что, понимаете, наши территории, очень много территорий заброшенных, забытых, неосваиваемых. Люди массисные, бедные, получающие очень маленькие деньги. На эти маленькие деньги очень мало что можно купить, в основном еду. Там из потребительской корзины может 2/3, то, что официоз запихивать, выкидывать. И они питаются оставшейся третью. Соответственно, если
в этот голодный край затащить еще кучу голодранцев, я же извиняюсь перед своими братьями, но тоже небогатых людей, скажем так, конечно, это приведет к социальному взрыву. И в текущем состоянии это делать, наверное, не стоит. Но мы говорим о среднесрочной перспективе горизонта, ну, к примеру, там, 7-8 лет. Соответственно, мы мечтаем и желаем того, чтобы наши территории осваивались, и чтобы у нас появился дефицит рабочих рук. Не в смысле черной рабсилы, любой квалификации, от самой низкой до высокой. То есть, соответственно, у нас будет очень большой спрос на это, мы хотим этот спрос удовлетворить, и мы открываем свой рынок труда, скажем так, бог с ним, капитала, для наших соседей. Они с удовольствием приходят и принимают в этом участие. Вот это да, супер. А теперь, если продолжить пантуркизм, ну, скажу, а как же Турция, это флагман тюркского мира? Абсолютно согласен, Турция для нас пример по многим параметрам, но если брать опять-таки прагматичную сторону, Турция это единственный из нас, это страна, член НАТО, соответственно, очень много привнесено западных стандартов, которые нельзя назвать плохими, они показывают свою эффективность уже много лет, соответственно, Турция, кроме того, что она будет приносить какие-то определенные стандарты, она будет являться для нас выходом в мир серьезных людей, серьезных отношений, серьезных контрактов, соответственно. И как бы нашим представителям, и пусть будет крышей как бы, золотого миллиарда. Понятно, что мы должны реально осознавать наше текущее состояние. Мы не являемся ни Сингапуром, ни Малайзией, мы что-то там среднее между сырьевым придатком и еще там чем-то. Вот. А Турция, она, думаю, с удовольствием, пусть она тоже будет прагматична, пусть она тоже находит какие-то себе входы, выходы, выгоды. Да ради бога, это же, мы же говорим о взаимовыгодном сотрудничестве. И, соответственно, добавим сюда щепотку пантюркизма, братства и всех прочих красивых вещей. И получается очень красивая картина. Это, мне кажется, очень мощная, такая, очень сильная альтернатива нынешним положением дел, которое показывает только выбор между Китаем и Россией, или же США, и то, не для всех выбор США еще есть, существует, да, для многих либо мы с Россией, либо с Китаем, уж другой альтернативы нет уже. Ну, синдром проститутки, он до сих пор еще не изжит, к сожалению. Поэтому тюркское братство как раз таки хорошая такая альтернатива данному синдрому. У меня теперь такой вот вопрос. Мы сейчас сказали о среднесрочной перспективе. Это, конечно, хорошо. Вот сейчас мы поговорили о гражданском обществе, которое в данный момент нам необходимо строить. Это не означает, что это только нам надо или государству. Это означает, что каждому адекватному человеку, который видит для своих детей будущее здесь, необходимо строить гражданское общество, гражданский национализм внутри себя, вокруг себя. Когда эти идеи дойдут до всех, до дворников, до акимов, вплоть от низов до самого верха и наоборот, мне кажется, идея среднесрочной и долгосрочной перспективы, которая для многих, как ты сказал, кажется Марсом, она уже не будет казаться таким Марсом, будет уже в районе Луны, где-то кажется, я имею в виду. Поблизости. Ну да, уже хорошо, Луна уже теплее, мне нравится Луна. Драгоценные свои минуты, чтобы послушать нас, посмотреть. Вот. В следующий раз мы затронем вопрос. Пройдемся по внешней политике, пройдемся по истории, почему бы и нет, давно пора, я считаю. Я думаю, будет очень интересно. Ждите новых выпусков. Мы с Аманом рады служить благому, хорошему делу, да? Так что давайте, мы вас любим, всего хорошего, спокойной ночи. Делайте правильные выводы. You could get high or you could get low. You could stay young or you could grow old.